рабством, включая и самих русских. Вы терроризируете наш народ, уничтожая регулярно нас и наше имущество, неся всегда колоссальные потери и убытки, с таким маниакальным рвением, что поневоле напрашивается вопрос. Ради чего? Заметь, не за что, а ради чего. Осмыслить ваши действия невозможно потому, что в них нет смысла и нет никакой логики. Вы несете всем, кто соприкасается с вами, только смерть и разрушение с таким сатанинским упорством и дьявольской настойчивостью, что от вас шарахается весь мир. А в наглом лицемерии и демагогии вы преуспеваете больше, чем сатана. Вы чисто по-сатанински переворачиваете все с ног на голову и называете все наоборот. Вот уже несколько столетий вы, русские, несете нам, чеченцам, прогресс и цивилизацию, спасая от невежества и средневековья. Хотя, когда русские не имели даже своей письменности, чеченские ученые славились во всем исламском мире. В первом столетии хиджры, 23 года спустя, после смерти пророка, мир ему и благословение Аллаха, его сподвижники пришли на нашу землю. Сегодня у нас нет письменной истории только потому, что вы все уничтожили за одну многовековую войну. Мы никогда не были с вами в состоянии мира. Благодаря вам общий уровень грамотности нашего населения очень низкий. Хотя в процентном же отношении он выше, чем у русских, потому что после ваших опустошительных нашествий всегда и в первую очередь остаются в руинах учреждения здравоохранения, образования и культуры. Вот уже несколько столетий вы, русские, якобы несете нам демократию и порядок. Хотя, когда вы еще в прошлом веке ходили в лаптях, ели отруби из одного корыта вместе со своими свиньями, вас меняли целыми деревнями на одну гончую собаку. И вы ходили десятками тысяч с вырванными ноздрями и надписью на лбу «Вор». Мы, чеченцы, жили в свободном обществе равноправных, мирным созидательным трудом, обеспечивая лишь одним хлебом весь Кавказ. Соблюдение же законности и порядка было у нас настолько велико, что в период затишья между вашими нашествиями потерянные вещи вывешивались на видных местах, чтобы хозяин мог их найти, а о кражах вообще не было речи. Самым же большим наказанием для чеченца было изгнание из этого свободного общества. Мы, чеченцы, никогда не были слабым народом. Всегда умели постоять за себя и за других. Всегда давали приют и оказывали помощь нуждающимся. И ты, Путин, если сможешь, приведи из истории хоть один пример. Чтобы где-то, когда-то чеченцы захватили хоть один кусок чужой земли, чтобы хоть раз вели захватническую войну. Мы всегда были свободными и уважали чужую свободу. Даже свободу выбора рабами рабства, потому что, как говорили наши предки, человек, закабаливший другого, не может быть свободным, так как он уже зависит от своего раба. Вы пришли на нашу землю, и на пепелище уничтоженных 23 сел построили крепость Грозную, дав ей такое название, чтобы устрашить нас. Бумерангом вернувшись, это имя устрашает сегодня уже вас самих. Таким же образом, на месте уничтоженных наших сел вы воздвигли свои станицы. Мы же на ваших костях не строили Москву. Вы, русские, убивали и убиваете наш народ под различными предлогами за 3 столетия 3 миллиона человек. В 18 веке вы полностью уничтожили село Алды и убили 475 человек только за то, что чеченцы полностью перестали воровать и распутничать, побоявшись, как гласят рапорты ваших военных, что эта зараза может перекинуться на все остальные народы. В 19 веке вы полностью уничтожили мирное село Дади-Юрт, величиной в 9 тысяч дымов, вместе со всеми его жителями от мала до велика. Только за то, что отряд маджахедов, совершивший поход за Терек и убивший там одного казака, прошел якобы через земли этого села. В 20 веке вы уничтожили и разграбили при выселении сразу весь народ. А в селе Хайбах в конюшне сожгли заживо 708 его жителей. Еще около 6 тысяч утопили в озере Галанчош. По всей Чечено-Ингушетии за один день вы убили 20 тысяч человек. Официальной причиной массового убийства стало то, что чекисты не укладывались в график выселения, и немного не хватало вагонов. Это чудовищное преступление вы совершили, воспользовавшись тем, что более 57 тысяч чеченцев находились на войне против фашистов. Весь остальной народ, более 625 тысяч человек, вы выселили в скотских вагонах, без средств существования, в заснеженной степи Казахстана и Киргизии. За 13 лет выселки вы уничтожили еще 370 тысяч человек. Сейчас, в 21